У нас вот здесь пока, вот видите, еще не подсоединен этот один стояк. Это котельная на Заслонова 3, один из 38 многоквартирных домов Казани, где не завершили подготовку к отопительному сезону. У нас остается только вот, так скажем, небольшая часть замены всей запорной арматуры на коллекторе. Дело в том, что дому потребовался капремонт, но включение в республиканскую программу пришлось бы ждать еще 20 лет. Не дожидаясь этого, жильцы на общем собрании проголосовали за ремонт за свой счет. Благо, у них ТСЖ. Однако прийти к общему мнению, а это 2/3 голосов, удалось только в мае. Из-за большого объема работ выполнить все за лето подрядчик не успел. Но по словам главного инженера ТСЖ, промывку и опрессовку труб проведут не позднее 20 сентября. Собственники отказывали в проведении капремонта. Так как здесь очень много этих вот запорной арматуры, то это вот немножко затянулось. В Казани не готовы к пуску тепла 160 домов. В некоторых схожая ситуация. В других не успели завершить опрессовку. А где-то все на стадии подачи документов на подключение. К сожалению, приходится раскачивать отдельно дополнительно некоторые управляющие организации, мелкие ТСЖ, ЖСК. Считают, что если обозначен срок 15 сентября, то к 15 сентября как-то все оно срастется. Нам отопление уже дали, у нас тепло, комфортно, детям тепло. Это педиатрическое отделение 18-й горбольницы. В медицинских учреждениях отопительный сезон начинается раньше, поэтому и подготовку провели заранее. Сейчас в Казани тепло дали в 13 объектов здравоохранения. Нам тепло дали 6 сентября, в прошлую неделю уже, потому что у нас детское учреждение. Есть дети, которые остались в трудной жизненной ситуации, которые находятся без попечения родителей. Поэтому им обязательно нужно находиться в теплом помещении. Из-за холодного сентября отопительный сезон в Казани стартовал раньше срока. Сначала по заявкам подключат социальные учреждения, больницы, детские сады и школы. Следом тепло пустят и в многоквартирные дома. Их в столице около 6 тысяч. На этой неделе завершат опрессовку в центральной части города и в Советском районе, и тогда полностью на свои сети они смогут подключать. Но то, что в заречной зоне на сетях КТС, там подключение можно начинать уже сегодня. Однако жители Казани к ранней подаче тепла относятся неоднозначно. Взрослые предпочитают повременить, боятся больших счетов за отопление. Семьям с маленькими детьми нужно тепло. Мы пенсионеры, 2 человека. Мы пожилые люди, нам хватает, но с маленькими детьми холодно. Хочется, чтобы было тепло. Но стоимость тепла очень бьет по карману. Проблемы, то, что холодно, я не ощущаю. То, что можно и теплее одеться. Лучше пускай как-то попрохладнее будет, чем когда будет жарко. Отопительный сезон начинается при достижении среднесуточной температуры 8 градусов в течение 5 дней. Однако, по прогнозам синоптиков, впереди казанцев еще ждет бабье лето. В период пуска тепла в администрациях районов и комитете ЖКХ заработают телефоны горячей линии. Также жители смогут подать заявку в систему «Открытая Казань». Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.